Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня у нас будет приготовление тушенки. Я вот так вот приобрела вот такой вот автоклав. Сейчас мы его распечатаем. В течение 5-6 дней мне доставили его. Только я уже 2-3 дня не могу никак добраться до него, потому что то были заказы, то была я вчера в гостях. И вот так вот все. Уже у меня со вчерашнего дня стоит размороженных 2 гуся и домашний петушок. Давно у меня сын тоже хотел тушенку. Что-то ему вот очень хочется поесть тушенки. У меня был автоклав, вы знаете, кто со мной давно. Но я его подарила. Вернее, меня его на прокат попросили, но я решила оставить его им. Так, теперь я сейчас его распакуем и посмотрим, что же это такое. И сделаем с вами тушенку из гуся. Так. Ибрагим, куда ты ножи дел? Ты ножи не занес? А, вот. Так, ну что, вот такой вот. Сейчас посмотрим. Запаковано все идеально. Смотрим, что здесь. Так, тут подарочный купон какой-то. Так. Ну и инструкция. Тоже посмотрим спокойно, что да как. Ребята посмотрят. Также есть рецепты для автоклава. Так, ну вот, распаковала я. Это, говорят, открывалка на память. Банки открывать. Сейчас вот такие вот штучки. Такой вот краник для воды, чтобы сливать воду. Его нужно вот сюда. Вот отверстие для краника. Сейчас я подготовлю мясо, пока сын изучает что да как. Так, это термометр. Лента. И вот такие вот штучки. Так, и сначала я помою, короче, все это, прежде чем мы что-то начнем делать. Ну вот, собрали мы автоклав. Значит, я уже, как вы видите, не стала вам показывать. Разделала на кусочки гуся и петушка. Что-то с костями, что-то без костей. Решила так. И почему я делаю тушенку из гуся и из этого петушка, друзья? Потому что они у меня уже 2-годовалые получаются. И что из них в духовке не запечешь. Это будет уже невкусно. Отварить, конечно, можно. Я уже отварила какие-то части для борща, поставила косточки, на которых, в принципе, нет мяса, да, а бульон очень наваристый получился, жирненький. Будет борщ. Так, еще много костей осталось от всего этого, конечно. Но, короче, это не суть в этом. Так, вот эти вот штучки, это тоже есть. Это для вот таких вот банок. Нужно вот так вот их закрыть, и чтобы они не вздувались, да? Типа вот, как я поняла. Вот. Чтобы не слетели, да? Так, их у нас... Сколько их тут? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 10 штук. Так, ну у нас сегодня закручивающиеся банки, поэтому это нам сегодня не нужно. Ставим. И тут в этом автоклаве, друзья, банки просто ставятся на банки. Несколько в рядов, в 2-3 ряда. Помещаются тут пол-литровые банки, 25 штук, по-моему, или 21 штука. Сколько там написано? На коробке было 25 штук, по-моему. Так, сейчас посмотрим. А нет, 25 литров тут написано. 21 банка сюда помещается. По 7 банок. Просто банки мне сын привез не такие, какие нужно, но можно и в них по-любому. Купил такие баночки. Так, короче, дальше вот это вот все он прикрутил. Это термометр. Это, как называется эта штука? Датчик. Эти уже надо будет прикреплять. Это вот такая вот резиновая прокладка сюда кладется. В принципе, здесь ничего сложного нет. Банки ставятся банки на банки. Сейчас я быстренько банки наполню мясом, и мы их поставим. Так, нужна соль, перец и лавровый лист. Ну что, положим. Сейчас помою лавровый листик. И по небольшому листику. Много не надо. Я вообще небольшой любитель лаврового листа. Но в тушенке лавровый лист нужен. Вот такие вот маленькие кусочки или маленькие листики положим. К сожалению, у меня нет перца горошком, есть просто душистый перец. По 2 горошинки положу. Вообще тушенка это здорово, выручает. Так, ну вот, значит, мой сын установил уже, просто когда наливал воду, он уже закрыл, к сожалению, но тут все по инструкции, в инструкции прям вот по полочкам написано, как я говорю, любой чайник в этом разберется. Значит, сюда залили воду, поставили баночки, наши 11 баночек, закрутили вот эти вот винты, 6 винтов до упора, установил манометр, установил термометр, который вот уже 31 градус. Видите, когда мы поставили, было 26 только. И теперь мы будем ждать, пока наш автоклав нагреется до нужной нам температуры. Температура тоже разная подается, ну, для разного блюда разная. Поэтому сейчас мы будем ждать, пока поднимется температура. Ну, нам нужно 115-120. И дальше уже стерилизовать 40 минут. И потом уже по инструкции нужно охладить. Потом только можно открывать, слить воду. Ну, все это, друзья мои, вот тут вот в инструкции все вот просто прямо вот расписано до мельчайших этих подробностей. Вот мы тоже установили, как видите, тут написано, вот шланг установлен, чтобы после того, как пойдет горячий воздух, пар, сюда вот выходила водичка, чтобы, ну, безопасность, как бы, да, автоклава. Если честно, у меня уже 2-й или даже 3-й, по-моему, автоклав, но этот автоклав самый простой в применении, и он очень даже приемлемый по цене. Поэтому вот как-то так. Так, вот видите, температура уже поднялась 117 градусов. Тут тоже давление поднимается. Вот процесс стерилизации уже начался. Вот так вот выходит пар. И теперь будем потихонечку смотреть и контролировать весь наш процесс.
Так, ну и вот, друзья, значит, покажу вам дальше, что у нас получилось. Я вчера, тоже следующий день, тушенку уже даже 2 баночки съели. Приходила Мадина сегодня с детьми, ей тоже понравилось, Джибраил тоже съел. По-моему, даже 3 банки мы уже съели. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 3 баночки мы съели. Тут немножко моя оплошность, даже сказать можно немножко. Во-первых, мы поставили на стерилизацию наш автоклав и забыла про него. Зашла туда в дом, забыла, потом вспомнила, уже у меня постоял час. Поэтому, видите, у меня перестоял и намного больше уварился, чем он должен. Но, тем не менее, тушенка очень вкусная. Автоклав мне понравился. Я не сказала вам название автоклава. Он называется автоклав-стерилизатор Булат. И, мои дорогие, вы знаете, я сегодня выпустила этот ролик, сняла для вас, специально сделала, и мне самой тушенку надо было сделать. И у меня очень много, девочки, было вопросов на WhatsApp, где я покупаю автоклавы, и нравится ли мне. Ну, вот так вот для вас выпустила такой ролик. Если вас заинтересовало кого-то, просто напишите мне в личку. Мои данные есть под каждым роликом. Можете мне личку написать, и я вам объясню все, и вы сможете приобрести. Ну, вот как-то так, мои дорогие. Тушенка нам понравилась. Все поели. Всех благ вам, друзья. Как-то так.